Сейчас. Сам понятно, ходу. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях суперзвезда. Пресса называет его император бурятской эстрады. Исполнитель суперхитов Арюна, «Первая любовь», «Мама, не бей». Это, конечно же, это Чингис Ли. Чингис-хан. Привет еще раз. Чингис Ли также известный как Хандажапов. Первая любовь, ласковые дни, словно мы с тобой на земле одни. Слушай, Чина, после нашего последнего разговора с тобой, после последнего нашего интервью, когда камеры выключились, ты озвучил, что... Я просто хочу освежить, на чем мы расстались в прошлый раз. Ты озвучил, что собираешься нарастить себе грудь. Но я сейчас не лицезрею этой груди. Что, Чина, не срослось, что ли? Ты имеешь в виду мужские импланты, да? Я не знаю, что ты имел в виду. Я почитал много в интернете отзывов и не стал. Не стал, да, потому что... Речь шла о мужских имплантах. Да, то есть я же худенький, а мне всегда хотелось быть таким здоровым. Так. Ну, чем природа наградила, тем и радуюсь. Ну, ясно. Решил отказаться от этой идеи? Ну да. Ясно. А вообще какие цели преследовал? Я же артист, я всегда должен быть выглядеть. Хорошо. Красиво. Позволь, я немного к недавним событиям вернусь. Мы на прошлые выходные с пацанами на «Голосе кочевников» тусовались. Знаешь такую тему? Да, «Голос кочевников» знаю. Да, там всякие бенды были, Корея, Китай, что-то Малайзия, дофига всего. Но у тебя чем там не было? А я зачем? Почему? Я как бы эти фестивали, это уже для меня прошлый век уже. Это прошлый век уже для тебя. Да, я последний раз фестиваль, да и возраст уже не позволяет. Ну там и более возрастные были. Они возрастные, но они начинающие. Они начинающие, да, не такие, я как уже ты. все-таки 18 лет, уже состоявшийся артист. Да. Сам уже в жюри сидел много раз. Конечно. Мне зачем эти конкурсы, фестивали? Прошедший век для тебя уже «Голос кочевников». Последний раз я принимал участие в конкурсе, международном конкурсе, это в Казахстане. Я был единственным участником из России, это «Улы Дала Даусы», «Голос Великой Степи». Я обошел 60 человек. Обошел, в смысле, утер нос, ты имеешь в виду? Ну да, если говорить, да. Я понимаю. Победил в казахском конкурсе. Я понимаю. Ну, как бы часто что ты перерос-то, вот, но нам, допустим, с пацанами было бы, может быть, интересно посмотреть на тебя на «Голос кочевников». Ну, не знаю. Может быть, ради публики стоило? Наталью Уланову меня ни разу не приглашала на мероприятие. Может, стоит сходить туда Цыбиков тем более. В оргкомитет и... Да зачем? Я не люблю куда-то ходить, напрашиваться, это не мое. Ясно. Вообще, что про «Голос кочевников» думаешь? Ну, хороший фестиваль. Можно сказать, что твои единомышленники, в принципе, там выступают как-то и все такое? Ну, да, действительно, он хороший фестиваль, но он очень похож на те фестивали, на которых я уже побывал когда-то. Это в Хакасии, оперы. Он очень... Как зритель твоей... Кстати, в Хакасии есть тоже «Голос кочевника» фестиваль. Ну, у нас «Голос кочевников», а там «Голос кочевника». И там организатор, это мой друг Тимур Тюкпеев. Понятно, да. Тимур. Слушай, а как зритель гоняешь на «Голос кочевников» сюда? К сожалению, в этот раз не получилось, потому что у меня была в гостях Кажета Ахмеджанова. Мы ходили на «Ночь Йохара». Я очень люблю театр «Байкал», поэтому мы поехали на «Ночь Йохара». Ну что ж, все понятно. Чин, ты вообще ты же творческий человек, по творческой теме, по музыкальной, во имя чего двигаешься? Еще раз повтори. Во имя чего двигаешься по музыкальной теме? Я вообще, если вот 18 лет назад... Ты понимаешь вопрос? Или мне по-другому поставить его? 18 лет назад, когда я только начинал свою творческую карьеру, вообще никакой цели не преследовал. Да, не преследовал. А сейчас, конечно же, каждый артист хочет заработать денег. То есть у тебя коммерческий интерес сейчас в первую очередь? Я вообще коммерческий исполнитель, да. Неплохо. Поэтому я редко пою на городских мероприятиях, просто городские мероприятия меня не тянут. У них не хватает денег. У них не хватает денег на моя... Ну да, Улан-Удэ, в принципе, еще не настолько богатый город, чтобы позволить себе. За 1000 рублей я как-то не соглашаюсь работать, выступать. Я уважаю в первую очередь себя, свое творчество. Человек своего уровня, я думаю, это было бы уважение. Да, тем более не каждый человек знает, что... песню записать, клип снять, это очень дорого стоит. Очень дорого стоит. Но какой-то месседж у тебя есть, который ты человечеству несешь? Или, собственно, месседж состоит только в том, что я хочу заработать денег? Нет, ну, конечно, в первую очередь я несу, пропагандирую нашу бурятскую эстраду. За рубежом. За рубежом. Да.
Многие не знают, что даже у нас существует такая свой шоу-бизнес, и вот благодаря мне, я как бы себя не пропиаришь, никто не пропиарит. Естественно, ты один из фронтманов бурятской эстрады. Да, вот, и, конечно, в первую очередь я несу нашу эстраду, показываю, какие у нас исполнители. На чем строишь? Недаром я 10 лет сидел в жюри хакасского конкурса. Конечно, конечно, да. Конечно. На чем строишь свою пропаганду? Ну, во-первых, это имидж. В последнее время меня стали сравнивать с корейскими поп-исполнителями, особенно... Ты очень похож на меня корейских. часто в последнее время сравнивают с корейским исполнителем Тэмин. Я думаю, ты знаешь его. Слышал. Да. Но не более того. Цвет волос и все такое. Чина, а волосы давно покрасил? Ну, это, по-моему, уже... Это перед концертом в Селенгинске месяц назад. Ну да, перед Селенгинском. А почему такой цвет выбрал? По настроению, наверное. По настроению. Захотел что-то такое яркое, необычное. Хорошо. Я ошибусь, если скажу, что ты внес большой вклад в развитие культуры Бурятии? Ну, в принципе, же не ошибусь. Шоу-бизнес, если не говорить о культуре, в шоу-бизнес, да, я внес очень много. Я выпустил 8 сольных альбомов. Я представляю Бурятию на самых лучших фестивалях. По всему миру? По всему миру, можно сказать. Но награжден почетными грамотами Хакасии. В Бурятии у меня ничего нет. Как всегда, на родине не признали. Да, как всегда, на родине тут... Твое творчество, думаешь, может быть, нынешний министр культуры как-то Саил Мадагаева обратит внимание. Вообще у нас все бурятские исполнители сами по себе. Хорошо. Да, все сами по себе у нас. Но может на тебя кто-то обратит внимание все-таки. Как ты меняешь мир своим творчеством, как считаешь сам? Вот я в последние полгода, я редко сейчас выхожу на сцену, потому что я сейчас занимаюсь другими делами. Хорошо. Да, я выхожу редко, но метко. Редко, но метко. Отлично. Да. Как Селенгинский, например. Ну, как Селенгинский, например. Хорошо. Чина, ты капризная звезда? Бывает. 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 В чем твои капризы выражаются? Ну, если говорить о гастролях, то у меня есть райдер концертный. Ты не возражаешь, если я сейчас приду к этому райдеру? Я вчера, пока готовился к программе, ознакомился с этим райдером и хотел бы обсудить пару моментов. Ну, ты сам их составляешь или твои менеджеры это делают? У меня есть менеджер Кристиан Рувьес с Москвы. Мы сейчас работаем вместе с ним. То есть он над райдером пыхтит? Он работает над райдером. Каждый раз он меняется. Хорошо. Теперь мы летаем авиакомпанией «Победа», потому что из Уланда больше никак. S7 еще летает. S7 летает. Ну, мы в первую очередь смотрим на организатора. Хорошо, давай по пунктикам. Что значит звуковое и световое оборудование премиум-класса? Ну, ты же видел в Селенгинске, какой шикарный свет был звук. Шикарнейший просто. Веселей, веселей, все вместе! Розовый роз, Светки Соколовой. То есть типа такого. Где-то кроме Селенгинска есть такое оборудование премиум-класса? Ну, естественно, это в Хакасии, допустим, я выступал. Ясно. В Чите. А зачем тебе именно премиум-класс? Ты же все равно под фонограмму поешь, я имею в виду под минус. Я под фонограмму никогда не пою. Конечно, голос твой живой, но музыка всегда идет просто минусом. Там можно и не премиум-класса, или все равно... Не, ну звук-то. Что звук? Голос-то должен быть красивым. Ясно. По жратве, у тебя там по жратве и по напиткам у тебя, среди прочего, указана вода, но только марок Evian и Vittel. Да. Почему именно эти марки? Я люблю эти марки. Но я также могу выпить спокойно минеральную водичку. Я понимаю, что ты можешь и Бонаква. Да, но ты чувствуешь разницу между, допустим, Vittel и Бонаквой? Или Evian и Бонаква? Ну, бывает, конечно, чувствую. Ну, в чем знаешь, разница? Последний раз, допустим, вот я был в Селенгинске, у них они не нашли эту водичку. И Evian не нашли? Я пил простую водичку иркутская. Каково это было? Да. Нормально. Мне иркутская минералка нравится. Зачем тогда Evian нужен? Но если нет у людей Evian, то мы договоримся, они
ставит любую другую. Хорошо, да. Хорошо. У тебя там, среди прочего, еще написано, что нужно, чтобы был коньячок и белое вино. Коньяк, да, это в обяз. Коньяк, потому что я, допустим, работаю вживую, мне надо, чтобы немножко связки разогреть. Знаешь, меня удивило, что ты указал марку воды, но марка коньяка не была указана. Армянский коньяк. Армянский коньяк. Сколько звезд, Чингис? 5-звездочный. А марка какая? Не буду говорить. Хорошо. Чтобы не делать им рекламу? Чтобы не просто моим райдером стали пользоваться уже мои коллеги по бурятской эстраде. Ты смотри-ка, просто в наглую спираешь. Да. Он у меня же в открытую висит в моей официальной группе ВКонтакте. Вот дают, а? Да, вот. Елки-палки. А ты можешь по именам назвать? Я не буду говорить по именам, они сами догадаются. Но это звезды первой величины? Ну и да, есть. Елки-палки. Есть и заслуженные артисты. Офигеть. Казалось бы, я молодой должен у них, наоборот, учиться, да? А тут, видишь, получается наоборот у нас все. Ну, у лучших всегда все взаимствует, Чингис. В винах вообще разбираешься? Я, если честно, в винах вообще не разбираюсь. А зачем так же, как и в пиве. Зачем там указал белое вино в райдере? Ну, если оно вкусное, то белое, да. Но я тогда правильно понимаю, что ты... Французские вина, итальянские. Французские любишь, итальянские. У меня есть в Улан-Удэ директор, знакомый директор одного магазина виноводочного. Так. Да, вот. Ясно. Я ведь не ошибусь, если скажу, что ты частенько подвыпившим выходишь на сцену? Да нет, конечно. Кто тебе такое сказал? Но я сделал выводы из наличия в гримерке коньячка и вина. Во-первых, я коньяк пью только где-то буквально чуть-чуть для связок, и все, выхожу, работаю. Хорошо. Это уже после концерта можно там расслабиться. Я слышал, тебя в прессе недавно называли «золотые связки Бурятии». Встречал такой? Это где, когда? Я не помню, где это было. Что-то мне подсказывает, что это Полис, но я могу ошибаться. Не знаю. Я и золотые связки Бурятии, и импера. Я тебе постоянно все только узнаю. Я, если честно, редко читаю газеты. Хорошо, что с ним? Давай дальше по райдеру пойдем. Дезодорант «Океанская свежесть». Зачем он нужен? Это, я так понимаю, как обычно это, наверное, в толчке им брызгают после того, скорее всего, да, это в толчке. Тебе тоже часто... Я же люблю запах моря, да, пусть это море будет везде, и даже в толчке. Слушай, а почему в самолете место именно 1А или 1F? Чтобы не привлекать внимание. Допустим, это же проблема всегда для таких людей. Допустим, если это эконом-класс, а ты сам понимаешь, авиакомпания «Победа» — это один салон. Это один салон без бизнес-класса? Бизнес-класса там нет. Тебя там просто растерзает толпа. Ты сидишь впереди и не привлекаешь внимания. Я понимаю. Если бы ты сидел в середине салона, то как бы потом бы у самой авиакомпании пожалела бы, что знаменитость села посередине. Да, я и мои танцоры предпочитаем летать впереди. Я понимаю. По тачке написано, должна быть представительского класса, например, Mercedes 600, Audi A8, BMW 750 с исправной системой кондиционирования. Последний раз меня возили на Land Cruiser. Ну, а почему такие запросы? Я вот сейчас на голосе видел, бутусов приезжал, но их там на микроке вообще возили. Ну, то есть, к примеру, почему тебя тот же микрик не может удовлетворить, а нужен 600 МРС? Ну, ты же сам сказал, император бурятской эстрады. Ну, собственно, да. Вот. Я понимаю. То есть, просто не по статусу, правильно я понимаю? В маршрутке, допустим, я могу прокатиться по городу. Когда ты по своим делам ездишь. Когда по своим делам, допустим, там никто меня не узнает, там кепку назад, короче, очки темные. Обычно, да, чтобы никто не узнал. Да, меня вообще на улице редко сейчас узнают. Ну, ты конспирируешься? Да, я постоянно, кто в капюшоне, то еще... Я понимаю. Вообще-то капюшон, это прикольно. Слушай, у тебя сейчас ближайший тур, это будет в Бичурский район, село Шебертуй. Бичурский район у меня вообще запланирован, еще я весной был в Бичуре. В Харлуне, я знаю. Да, ездил впервые в Харлун, познакомился с своим отцом. Да. Вся братья следила за этой историей. И до сих пор следят. Вот у меня после этого отец там вообще звездой стал. Вот оно что. Да. Теперь все люди там знают, что я его сын. Ну, как бы мы познакомились, но знаешь... Рад, что обрел отца после 37 лет. Многие мои слушатели, друзья, коллеги, они рады. А ты? А меня, главное, он жив, здоров. Ты его любишь? Ну, как я могу любить человека, который не воспитывал? То есть ты его не любишь? Он меня не воспитывал, алименты не платил. Мне было 11 месяцев, когда они развелись. Я благодарю его за то, что он мне дал жизнь. Биологически? Да. А так, чтобы снова принять его в нашу семью, нет. Об этом речи нет. Просто речь о том, есть ли твоя любовь к нему или нет. Ну, знаешь, я здесь ничего не почувствовал. А он тебя любит? Возможно. Возможно. Да. Но мама, кстати, очень отреагировала так
можно сказать. Она сказала, если хочешь, общайся, но домой не приводи. Она не может простить его предательство? Я, конечно, не знаю, было ли там предательство или нет. Я не знаю их, почему они расстались. Они так и скрывают, не говорят мне. Но... Догадки есть? Нет. Хорошо. Просто она сказала, если ты хочешь общаться, общайся, если... но домой не приводи его. А что, он порывался домой прийти к тебе? Он как-то звонил мне. Он был недавно в городе, хотел приехать в гости. Не знаю. Может быть, где-то в городе, где-нибудь в кафе, там, в ресторане встретились бы, но домой действительно я не готов. Не готов. Он меня, я когда был там на гастролях, родственники его встретили. А он тебя позвал к себе домой, когда ты на гастролях был? Мы были у родственников. А, вы родственники были? Мы были у родственников. Ясно. Он всю жизнь работал художником в Бичурском районе. Вот откуда у тебя, значит, тяга к искусству? Вообще, по хандаджапской линии все творческие люди. Как и ты? Бабушка, то есть мать моего отца, она известная художница Изабелла Хандаджапова. Она сейчас живет где-то в Хоринском районе или в Кижингинском, где-то там. Окей. Давай вернемся к твоим предстоящим гастролям в Бичурском районе. Мы до этого говорили про райдер. Как думаешь, там в Шебертуе они потянут твой райдер? Нет, в Шебертуе они какую-то часть могут потянуть. Да, во-первых, ты смотри, ты не путай. Концерты бывают разными. То есть, если я не путаю. Райдер я выставляю тем организаторам, когда меня приглашают на такие подобные мероприятия, как в Селенгинске, допустим. А когда еду я сам на кассу, то есть сколько заработал, столько заработал. Тут райдер не работает. Вообще не работает. Я беру все свое. То есть там может быть и не быть коньяка, нет, Эвиана, это с собой, отпариватель тоже с собой. Ясно, ясно. Да. Сколько вообще за один концерт поднимаешь в среднем? Ну, знаешь, на кассу ездить опасно. Можно вообще ничего не заработать, только прогореть, потратить на машину, на аппаратуру. На кассу это сам себе организатор? Сам себе организатор, допустим. Сколько продал, столько продал. Сколько ты сейчас весной в Харлуне поднял? Это коммерческая тайна. Я понимаю. Да, это коммерческая тайна. Заслуживает ли наша программа того, чтобы ты озвучил? Зал был полный. Люди приехали даже с соседнего района. А сколько вместимость была? Я не помню. Человек 200, Человек 200, по-моему. А билет стоит рублей 200 тоже, да? 200-250, по-моему, где-то так. То есть речь идет где-то о 40 штуках работы? Ну, возможно, может быть. Понятно, неплохо, Чингис. Осенью планируется вообще большой чес по Бурятии, потому что... Чес. Да, чес, я так и называю его, осенний чес. Хорошо. Слушай, у тебя в этом же райдере написано, что если что-то не выполняется, то проведение концерта кэпсом написано невозможно. Ну вот был недавно один случай. Сорвался концерт из-за того, что не удосужились что-то выполнить из райдера? Зеркало. Зеркало не поставили? Пригласили меня на свадьбу очень крутую. В Улан-Удэ? В Улан-Удэ, а не было зеркала. А что, говорит, без зеркала переодеться не можете? Я говорю, ну у меня костюмы, так там еще прическа, парикмахер сейчас придет. Я там должен был всего 2 песни петь. Они говорят, без зеркала переодевайтесь. Я просто развернулся и уехал. Я так понимаю, деньги ты им не вернул, естественно. Конечно. Так может поступить только настоящая звезда. Чина, вообще самая офигенная площадка, на которой доводилось выступать по жизни? Ну, последний раз... Вот у нас в Улан-Удэ таких площадок нет. Нет? Да. Ну, я знаю, что ты по зарубежью часто ездишь. Казахстан, Турция, вот там реально площадки шикарные. Отлично, неплохо. Я видел твое, кстати, выступление в Казахстане. Киноконцертный зал «Космедиа». Совершенно верно, но ты там под фонограмму херачил. Это уже был гала-концерт. Это был уже гала-концерт. Телеверсия, и все артисты, кто выступал в гала-концерте, то есть идет съемка. Я понимаю, я знаю, как делается. Да. Но что с ним со всеми, но тебе самому лично не стыдно было? А песня, во-первых, новая была, я тогда даже слова еще не выучил. Да. Поэтому, ясно. Ну что ж, хорошо. Чина, тебе скорость ракет, правильно? Кто сказал? 37. Ну не 40 же. Через 3 годика. Доволен, как первая половина жизни прошла? Ну да, в принципе. Что хорошего было, Чина? Ну, я реализовал себя как артист. Реализовал? Да. А плохое случалось, Чина? В смысле, в творчестве-то? Вообще в жизни? Ну, в жизни, слава богу, все хорошо. Все хорошо. За 37 лет, в принципе, ничего не случилось плохого. Ну да, в принципе, все хорошо. Отлично. И папа, мама живы-здоровы. Это важно. Хоть и не общаются, но я рад, что они... Окей. Вообще по жизни к чему стремишься? Ой, к чему я стремлюсь?
Давай я тебе скажу в следующей передаче. Если таковая состоится. Мы просто сейчас задумали один проект новый. Не знаю, получится он, не получится. Ладно, мы хотим пока туда, на российскую эстраду. Хорошо. Да. Взрослым человеком тебя можно назвать? Ну, взрослым? Да. Да, мне кажется, знаешь, навряд ли я такой же веселый, Что, веселый взрослый не значит веселый? как ребенок. Ну, так все-таки называем или не называем? Ну, называем я взрослым. Называем. Что ты право так говорить? Когда переговоры я веду, допустим, там по гастрольным концертам, я, конечно, серьезный, взрослый такой. Я понимаю. В армии довелось чином побывать? Нет, в армии недобор веса у меня был. Слишком худенький, что ли? Я сейчас слишком худенький. Сколько У вешаешь? меня вес всего 62 кг. 62 кг. Мгм. У меня тоже. Но я, в общем-то, не худенький. Ну, я маленький, ты же видишь. Ну ладно, хорошо. Слушай, я в прессе прочитал, что ты сейчас живешь, то есть не сейчас, а вообще по жизни живешь с мамой и собакой по прозвищу Лейла. Ну, Лайла. Лайла. Мама Sorry, живет Лайла. и со мной, и с сестрой. На 2 квартиры туда-сюда. Тяжело с мамой жить? Ну, как сказать. Она приезжает ко мне домой, когда я на гастролях. То есть у меня дома живут черепахи, собака. Когда я куда-то уеду надолго, она всегда у меня. У тебя всегда в Да. твоей квартире? Да. Когда я приеду уже с гастроли, она уезжает. У нас 2 квартиры. Вы вдвоем вместе не сожительствуете? Ну нет. А Лайла с кем живет? Лайла со мной. С тобой, хорошо. Можно ли тебя маменькиным сыночком назвать? Нет. Почему? Скорее всего, нет. Ну, я привык в жизни добиваться всего сам. Всего сам, ясно. Материально мама помогает сейчас тебе? Иногда бывает. Иногда я ей помогаю. Ты просишь, или она сама как бы дает? Я сам даю. А когда она тебе помогает? Иногда, допустим, после концертов, банкетов я сразу весь гонорар могу отдать и себе оставить там рублей 500. А мама тебе, только. получается, зарплату свою дает, да? Или с пенсии? Мама теперь у меня на пенсии, она сейчас не работает. Мгм. Она 37 лет посвятила себя авиационному заводу и попала сейчас под сокращение. Уже год сидит дома, не работает. Хорошо. Но все равно как бы изыскивает возможности помогать, если есть возможности. Ну да. И я ей помогаю. Понятно. Допустим, вот опять же наш любимый Селенгинский ЦКК, если взять, я говорю, выступаю редко, но метко. Вот, допустим, сейчас я выступил в Селенгинске, закрыл сразу 1 кредит полностью. Неплохо. Ну, блин, Чина, это же ты. А мама тебе тоже так большими суммами помогает или по мелочи? Не, ну, Там сколько, 1003 или там 10, 20? ну иногда 1010 там. 1010 можешь подкинуть. Может Понятно. подкинуть. Хорошо. Иногда я могу и подкинуть 1030 там. Конечно. Мы друг другу так и подкидываем. Расскажи, пожалуйста, про свой быт. Ты же на Восточном живешь, правильно? Ну да. И вырос тоже на Восточном, грубо говоря. Ну, я в город переехал в 96-м году. В 96-м А так году. вообще я всю жизнь жил в деревне. И вообще деревенский. Деревенский. На Восточном там шпана местная не обижает тебя? Я сам кого хочешь обижу. там. Серьезно? Конечно. Блин, просто по тебе так не скажешь, что ты парень, который может физически наказать. Я физически, если не накажу, ну, извините меня, у меня за спиной целая армия людей, которые могут наказать. Вот это точно. Слушай, у тебя ВКонтакте... Такие угрозы сразу, да? ВКонтакте у Всем тебя недоброжелателям. в качестве места проживания указан Бангкок. Ну да, потому что... Но ты же на Восточном живешь. Не, ну у меня 3 страницы. Я, кстати, просто не поменял. Я же раньше жил там. 3 страницы ВКонтакте. Да, 3 страницы ВКонтакте. Я не поменял. Нет. Ты, кстати, заметил, надо поменять. Хорошо. Я никак не могу, не доберусь. Окей, все объяснимо. Ты, получается, сейчас бабки понимаешь только чисто как суперзвезда боярской эстрады. По совместительству нигде не работаешь. Так что Ну, ходить на я работу каждый ИП, день. я ИПшник. Каким образом там бабки понимаешь? Ну, ты имеешь в виду на корпоративах, что ли? Ну, вообще, вот мне интересно, деньги, которые ты зарабатываешь, откуда они берутся? Я так понимаю, что концерты – это большая часть. И все? Ну, конечно, концерты, iTunes, наверное. iTunes продаются, аудио, слава богу, продаются. Твои футболки продаются с твоим изображением? Футболки я сейчас редко выпускаю, но они продаются. Иногда спрашивают на гастролях. Диски. Компакт-диски. Компакт-диски. Аудиокассеты. Аудиокассеты это уже прошлый век.
Серьезно? Что ли? Диски как бы тоже прошлый век, но иногда их спрашивают, и они очень хорошо идут. Я, на кстати, видел у гастроли. тебя объявление, ты где-то ВКонтакте сделал пост, остерегайтесь мошенников, потому что существуют пиратские диски, подделки с Ну песней. да, мы Чистым как-то с Джаком. Инной Шагнаевой были на курорте Аршан, мы видели, иркутские бизнесмены просто стали катать. Они знают, что бурятская эстрада Очень пользуется популярна, очень особенно популярна, ты. и они, в общем, делали Ясно. Бабки на что тратишь? на себя любимого, наверное. Ну, ты куришь, бухаешь. Я не курю, не бухаю. Сколько тебе надо в месяц денег, чтобы себя уверенно чувствовать в Улан-Удэ? А я вообще никуда в Улан-Удэ не хожу. Ну, тем не менее, вот сколько у тебя должно быть на кармане? Я не тусовщик, во-первых. Хорошо, хорошо. После концерта с коллегами там не хожу на Вопрос не в этом. банкеты. Сколько тебе надо было, чтобы себя хорошо чувствовать в городе В Улан-Удэ? в месяц? Ну, если, я сразу говорю, я никуда не хожу. Ты сказал уже это. Холодильник забиваю продуктами, включаю YouTube, смотрю фильмы. Так, ну сколько все-таки? Ну, не знаю, может, 1030. 1030 тебе нормально. Ну Но да. ты сам сколько в месяц? 15 же делаешь все равно? Я говорю, редко, но метко выхожу. Редко. Хорошо, Да. хорошо. Можно я твою цитату небольшую из интервью зачитаю? Ну, зачитай. Сам я... речь идет про контент, про тот новостной контент, который всегда вокруг твоего имени, как сказать-то, что он делает, который окружает тебя, человек, который окружает тебя. Так вот, о контенте. Сам я ничего не создаю, за моей спиной стоит армия пиар-менеджеров и агентов, которые в нужный момент кидают различные новости. Они по твоей просьбе кидают или это самодеятельность с их стороны? Нет, это не самодеятельность, то есть я им даю информацию, они все это красиво оформляют и выпускают. У меня есть друзья с очень популярных газет, которые... Сельские газеты или улан-удэнские? Почему сельские? Очень известные газеты в Бурятии, Улан-удэнские, интернет-порталы. я понимаю. Я с ними дружу очень много лет, то есть почему я так часто мелькаю в интернете? Сколько стоит содержать такую армию этих агентов? Это тайна коммерческая. Хорошо, хорошо. А почему лично не ведешь? Ну, это много времени. Слушай, Чин, как думаешь, чем ты привлекаешь своих фенов и поклонников? Что в тебе цепляет их? Ну, сейчас, допустим, у меня очень много новых слушателей появилось. Так, чем привлек их? Благодаря вот смене имиджа, скорее всего, закос под корейских исполнителей. Да, но потому что мне же тоже надо как-то... Расти, развиваться. Те девочки, которые когда-то фанатели, там, в 2003 году, там, они уже выросли, они уже стали мамочками. Я рад очень за них. Теперь тебе нужна свежее мясо. Свежая армия. Свежая армия Да, фанатов. и она сейчас у меня появляется. Хорошо. Ну, ты думаешь, ты сам можешь выступать путеводной звездой для всех этих девочек и твоих поклонниц и поклонников? Мне пишут очень много в личку. Даже приглашают на свидание. В чем Ну, можешь... я с фанатками на свидание не хожу, сразу говорю. Я так понимаю, секс тоже не практикуешь с фанатками. Секс тем более. Окей, Может быть, там Джастин Бибер или еще кто-нибудь. Ну, окей. В чем можешь служить примером для поклонников? Ты. Ну, мы с поклонниками, допустим, можем поговорить. Многие поклонницы пишут мне, у кого какие-то проблемы. Я их По жизни? Да, там. Какого рода проблемы, например, могут быть? Ну, там парень бросил, еще что-нибудь, там с родителями проблемы. Я могу их как психолог послушать. Ты ведь психолог? Нет, я не психолог. Но я могу какой-то иногда совет дать. Мудрый. Что, допустим, посоветуешь девушкам, которых парень бросил? Ну, пока не буду тебе говорить об этом. Почему? Ну, давай это оставим, я могу посоветовать, но не на камеры. Хорошо. Как скажешь, не имею права тебя заставлять насильно. Это же личное уже. Конечно. Можно сказать, Чин, что тебя слава испортила? Меня слава не портила. Не портила. Я звездной болезни не страдаю. Хорошо. Я бы ошибся, если назвал бы тебя просто пустышкой, мыльным пузырем. Ну, не знаю, если бы я был пустышка, то 18 лет на эстраде не пел бы, не представлял Бурятию за рубежом, не получал бы почетные грамоты и дипломы, и звания лауреатства. Ну, естественно, что стоит. Чин, еще одна твоя цитата. «Я люблю серьезные, умные песни со своей драматургией и особым миром». Я это вычитал в разделе афоризмы и цитаты. Ну да, есть такое. Да, у тебя есть твои афоризмы и твои цитаты. Можешь привести пример таких песен, серьезных песен со своей драматургией? «Первая любовь», допустим. «Первая любовь». Да, Мы «Первая о какой любовь». песне говорим сейчас? О твоей песне? Ну вот из моего альбома. Можно не о твоих песнях? Ну, я люблю творчество, допустим, Ирины Аллегровой.
у нее песни все с драматургией. Какие мог бы выделить? Жизненные песни. Например, для тебя особо значимые песни Ирины, это какие? Вот «Не обернусь, уходя». Там. Прикосновение, взгляд, который навсегда останется с тобой. День рождения? Нет, день рождения-то она так. Попса? Попса. Я больше люблю вот ее там песни «Монолог». Такие. Понятно, понятно. «Я тучи разведу руками», моя любимая песня. Я тучи разгоню руками. На тебя, как на человека искусства, что больше всего повлияло? Я имею в виду, допустим, кино, книги, музыка. Из киношек, допустим, что бы отметил бы? Из фильмов? Да. Зарубежных? Любых. Я фильмы смотрю редко. Редко смотришь? Да, редко смотрю. А из книг? Книги тоже редко читаю. Редко читаешь? Да. Да. Просто последнее время мне времени просто нету. времени нет. Я домой приезжаю поздно. Угу. Даже иногда сил не бывает в душ сходить. Просто Грязно ложишься спать. я падаю просто с лаком на голове, утром просыпаюсь. Хорошо, хорошо. А из музыки, кроме Ирины Аллегровой, что посоветовал бы мне, с чем познакомиться, может быть? Ну, я в основном люблю какую-нибудь инструментальную музыку. Инструментальную музыку. Но как музыкант тебя, получается, вот сделали исполнитель типа Ирины Аллегровой, правильно я понимаю? Ну, нет. Мне просто творчество ей нравится. Ага. А кто сделал тебя как музыкант? Кто повлиял на тебя? Если из бурятских наших Вообще из исполнителей, всех, со всего мира. Ну, я люблю творчество Энрике Иглесиаса. Энрике Иглесиаса, я понимаю. Современную музыку слушаешь там? Нет, современную... Монеточка нравится? Нет, современную попсу я вообще не слушаю. Монеточка не нравится? Нет. Почему? Я из современных артистов... Фейс? Нет, не слушаю. Фейс не нравится? LG я тоже не слушаю. Федук? Нет. А из более старых, не знаю, Витя Цой нравится тебе? Виктор Цой, да, уважаю творчество. Уважаешь. Виктора Цоя. Тоже можно сказать, что ты много впитал в себя в группу Виктор кино. Цой. У меня даже была идея, мне вот недавно предлагала одна женщина, ты же, говорит, поешь каверы на корпоративах, там, можешь, говорит, спеть Виктора Цоя? Ну, я говорю, я подумаю. Какую песню хотел бы Виктор исполнить? Ну, «Звезда по имени Солнце», может. Понимаю. По тембру она подойдет. У нас один чувак был, звукач, он сказал, что у тебя голоса нету. Он был Хамдаджаповым тогда еще, да, действительно. Мы просто записывали плюсовки, по-моему, пару плюсовок. Восхитил тебя он? Ты знаешь, на самом деле нет. Вот, Почему? Ну, честно, я пытаюсь вот с людьми говорить, что если нет голоса, то я стараюсь не говорить ему об этом, что у тебя хороший голос и все такое. Ну, есть люди, которые просто реально не тянут. Окей, хорошо. Что думаешь, можешь согласиться с этим? Ну, если бы голоса не было, я бы не пел. Не пел. Не пел бы. Он имел в виду, видимо, хорошего голоса. Но я не считаю себя там каким-то там крутым певцом, как там, допустим, Лучано Паваротти. Ну, можешь сейчас какой-то отрывочек спеть, который показал бы силу твоего голоса? Я же не певец такой там какой-то. Я исполнитель популярных песен. Можно и без голоса, в принципе, работать в этом жанре. Не, ну я еще говорю, если бы у меня не было бы голоса, я бы не получал звания. Без хорошего голоса, я хотел сказать. Лауреата, там, и не представлял бы Россию на международных фестивалях, и не обходил бы 60 человек. Все понятно. Хорошо. У тебя на Ютубе 3 клипа лежит. А у меня больше их и нет, потому что я их и не снимал больше. На Арюну 980 просмотров на сегодняшний день. 984. Это на моем канале. Почему так мало? Да я не пиарюсь. Не пиаришься? Я не пиарюсь. У меня коллеги пиарятся клипами там. Хорошо. Я как-то это Ладно, вообще... Черт с ним. Ну. Отбивку. Че, тебе это знакомо, что такое любовь? Ну да. Что это, как бы ты объяснил бы? Опять каверзные вопросы задает. Ну, я пока не встретил свою первую любовь еще. Ты ни разу не был влюблен? Да, ну, может быть, и был, но... Тебе доводилось любить самому хоть раз? Ну, был случай. Сколько раз? Сколько?
Ну, это еще было в школе, наверное. В школе любил? В школе, да. Это был... Сейчас просто некогда любить. У меня сейчас такой плотный график, что вообще, я тебе говорю... То есть единственная любовь была в школе? У меня сейчас единственная любовь – это сцена. Ну, я имею в виду, кроме сцены, вот другой человек, это была в школе любовь. Ну да, в школе все. Это девчонка была или парень? Серьезно? Ну, конечно, девчонка. Девчонка. Вообще хотел бы иметь постоянного партнера по жизни? У тебя вопросы пошли, короче. Не, серьезно, Чина. Что смешного? Партнера я имею в виду как спутника жизни. Если партнеру по бизнесу, то без проблем, короче. Партнера по отношениям. Не знаю пока, я еще не готов. Я еще не готов. Хорошо. Ну ты никогда не... Я просто боюсь, если появится первая любовь, то сразу потеряю армию поклонниц. Это точно. Да. То есть ты ни с кем никогда ни разу не встречался, правильно я понимаю? Я сейчас никогда ни с кем не встречаюсь. Хорошо. Просто некогда встречаться. Окей. А детей хотелось бы, Чина, иметь? Ну... Стой, Чина, ты можешь не отвечать на этот вопрос, если не хочешь, но тогда я, видимо, буду прав, если я предположу, что ты до сих пор девственник. Ну, пусть это останется тайной. Что за вопросы, во-первых, смешные такие. Ну, просто если я прикидываю, что у тебя единственные отношения были в школе, а в школе, возможно, ты еще был не половозрел, то допустить можно, что у тебя отсутствует сексуальный опыт как таковой. Ну, пускай так и останется тогда. Пусть люди дальше додумают сами. Окей. Да. Хорошо, хорошо. Слушай, у меня знакомая девчонка, лесбиянка, рассказывала, что ты на ЛГБТ-вечеринках выступаешь. Ну, это было 2 раза. 2 раза. Меня приглашал меня один известный организатор. Угу. Он заплатил мне денег, я спел. Так. 2 или 3 песни, и все. Окей. Еще вот в прессе я читал случай, когда ты в сауне перед геями выступал. В сауне... Когда ты там... Ну да, вот это был тоже случай. Расскажи, как технически все это проходит. Это типа они там сидят, типа полотенцами накрытые с пивом, а ты перед ними там в своих нарядах песни поешь, или как это все происходит? Пару песен спел, все, уехал. Прямо в сауне? Ну, был случай. А они там голые сидели или как полотенцами прикрытые? Или... Ну, обыкновенный корпоратив. Обыкновенная гулянка. Ага. Но типа просто геи, да, и все? Не просто, а известный. Известный гей? Известные в Бурятии геи, то есть это были? Ну да. То есть люди, которые... Я приехал со своей охраны, я спел, уехал, все, получил гонорар. Угу. Я не брезгую вообще. Речь о том, я тебя не упрекаю в том, что брезгуешь. Я могу спеть хоть для кого. Главное, заплатите. Это были известные на всю республику люди, правильно я понимаю? Ну да. Угу. Хорошо. Но не каждый знает, что они геи. Ну, может быть. Окей. Хорошо. Как думаешь, почему всех твоя ориентация сексуальная интересует? Ну, значит, у них не все в порядке. Ясно. Ну, ты специально держишь Просто интригу. многие, наверное, хотят меня. Хотят меня в своих, как сказать... Фантазиях безумных, короче. Ясно. А я звезда недоступна. Понятно. Ну, что ж Я ты- живу далеко на Восточном. Хорошо. У тебя ВКонтакте, где написано, знаешь, там человек пишет о себе, и там у тебя такая, короче, тема написана. Чингис Ли, в скобках Хандажапов, бурятский певец, обладатель международной музыкальной награды Улыда Лада УСы 2016, государственной радиостанции Казахстана, лауреат первой народной премии «Золотая лима» 2010 в области культуры и искусства, награжден почетной грамотой Министерства культуры Республики Хакасия 2015, лауреат международных и всероссийских фестивалей этнической эстрады с 2000 по 2016 год в Турции, России, Казахстане, Украине. Слушай, Чина, по-моему, это какая-то муть. Ты действительно считаешь, что это характеризует тебя как личность? Ну, просто люди, которые заходят... У меня же нет своего официального сайта. У меня был свой официальный сайт, но мы его закрыли. Чингисli.com или хандажапов.ру? Чингисli.ру, по-моему, был. Ага. Он просуществовал недолго. Хорошо. Но Потому зачем что у это- меня нет человека, который бы занимался этим. А Мне сами- кажется, это какая-то дешевая инфа. Это не дешевая инфа. Ну, представляешь, ты заходишь там на сайт к какому-нибудь, не знаю, к Робби Уильямсу, например, и он начинает писать, в каких он там конкурсах участвовал. Ну, это же бред какой-то. Ну, каждый исполнитель пишет, в каких он конкурсах участвовал. Нет, не каждый. Вот, допустим, у LJ не написано, в каких он конкурсах. Ну, ты не сравнивай и LJ лауреат. российского исполнителя и с бурятскими исполнителями. В смысле, а почему бурятского надо писать, в каких он конкурсах участвовал, а LJ не Естественно, надо? у нас все-таки Ну вот смотри, допустим... разные уровни-то. Альханзе Алдар Дугарон.
У него тоже не написано, каких Но он, участвует? он же ни разу не участвовал в них. Ни разу не Он участвовал? ни разу не участвовал в конкурсах. А я-то начинал карьеру-то с конкурсов. Я начинал с конкурса «Песня года», «Лучшая песня года», «Белый месяц». Хорошо, хорошо. Вообще для тебя... У нас же сейчас петь-то может любой, бабки заплати, клип снимут тебе, все. А я-то сам себе дорогу пробиваю через конкурсы. Уж не про Алихана ли ты сейчас сказал это? Я Алихана уважаю. Уважаешь, хорошо. Уважаю. Хорошо. Мы даже хотели с ним совместно трек замутить. Офигеть. А почему? Мы переписывались с ним ВКонтакте. И что? А что он пишет тебе? Ну, мне пока еще Он не против был? Ну да. Он был не против. Я сейчас просто добиваю русскоязычный альбом, а потом с Алиханом будете. потом уже будем... Слушай, расскажи, Фиток, это интересный был проект. Ну, планов очень много, но это в первую очередь все финансовые. Давай за Алиханова поговорим. Там, что, хотя бы песню уже обсудили, какую будете вместе петь? Нет, пока еще тему не обсуждали. Ага, но это будет как бы дуэт, где будет ты и будет он. Мы еще подумаем, посмотрим. Хип-хоп или в твоем жанре? Посмотрим. Будем ждать. Пока будем не, ждать. Пока не будем. Алдар? Пока не будем. Хорошо, хорошо, хорошо. Если бы сегодня, допустим, Чингис Ли не стало, чем бы он миру запомнился? Чем-нибудь да запомнился. Как исполнитель, наверное. Как исполнитель? Как исполнитель. Шокирующий исполнитель. Ну, не знаю. Я себя шокирующим исполнителем. Хорошо, хорошо. У тебя в паблике есть рубрика, где собраны твои цитаты и афоризмы, которые ты произнес. Ты специально сидишь и придумываешь свои изречения? Или просто кто-то ходит и где-то, может быть, услышит твои фразы какие-то, и потом все это собирается, компилируется? Нет, это туда просто может добавить любую цитату. Это не твои цитаты, то есть? Нет, ты имеешь в виду в обсуждениях? В обсуждениях, да. Нет, там половина не моих цитат. Ну там больше 300 цитат. Это просто мои любимые цитаты. Ага. Туда их добавляет мой администратор. Я понимаю. Можно я их так под настроение, под фотографию. Зачитаю 3 штучки, которые я подозреваю, что твои. Итак, первое. Если же я все о себе расскажу, меня полюбят те, кто не любил, и разлюбят те, кто обожал. Я же этого не хочу. О чем здесь речь, Чина? Ладно, оставим это. Поехали дальше. Как скажешь. Огромное количество ужасных, ложных, гнусных вещей было сказано обо мне. Я же могу сказать лишь одно. Лучшая месть – это успех. Ну да. А что это за гнусные вещи, которые были про тебя сказаны? Ну, меня же постоянно обсирают в интернете. Хорошо. Обсирают те, кто завидуют. Я ж яркий, красивый, эффектный. Вот именно. Ты прям посмеялся им в лицо. Еще одно. Я обычно плох, но когда я хорош дьявольски. Но сейчас не хорош. Ну, это не мне сейчас я судить. перед тобой прямо дьявольски хорош. Отлично, отлично, отлично. Буквально еще пару вопросов, Чина. Что самое тяжкое в бытие суперзвездой? Это такой короткий вопрос? Да. Это каждый раз надо себя поддерживать в форме. Самое приятное в бытие суперзвездой? Когда тебя узнают, когда тебе дарят подарки. Отлично. Хандажапов или Ли? Ну, скорее всего, Ли. Ли. Да. Почему Хандажапов не угодил? Ну, Хандажапов, она как-то, фамилия как бы, спасибо, конечно, отцу, что он дал мне жизнь, но она для меня коммерчески невыгодная, эта фамилия. В смысле, а почему Ли коммерческая более выгодная, чем Хандажапов? Ли выгодная. С этой фамилией могу и хоть на Западе выступить. Вот если даже, допустим, сейчас я где-то выступаю, многие не могут понять, кто я по национальности. Ну, Ли это или китаец, кореец, там, и все? Ну. У меня сразу ассоциация с Брюсом Ли. Ну, не знаю. Ну, между вами какая-то связь, очевидно же, все-таки есть? Нет.